Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наш сегодняшний онлайн-семинар по работе в государственной информационной системе «Электронное образование». Коллеги, я в чате прошу откликнуться вас, как меня слышно, видна ли правая часть экрана, плюсик, если видно и слышно, и еще один плюсик, если виден рабочий стол мой. Два плюсика. Вижу по отзывам, что плюсики у нас пошли. Сейчас у нас 34 участника вебинара, хотя записались гораздо больше. Коллеги, те, кто не смогли сегодня принять участие в нашем вебинаре, или у кого сейчас будет какие-то неполадки, может быть, с интернетом, не будет что-то видно, слышно, запись вебинара доступна будет по той же ссылке в видеозале, и можно будет просмотреть и выполнить те задания, которые я отправил вам на электронную почту. Итак, коллеги, я, наверное, переключусь сейчас в режим микрофона. Возможно, кого-то это спасет. То есть не будут задействованы лишние ресурсы для показа видео. И просто нам удобнее будет так работать. То есть вместо моего видео будет фотография, а я переключусь сейчас в режим микрофона. Раз. Коллеги, еще раз проверим, давайте звук. Как меня видно, слышно. Значит, чуть выше в чате я обозначил адрес для входа в систему ГИСЭО. Поэтому, кто только сейчас подключился, можете прокрутить чат немножко вверх и зайти в систему. Мы будем работать на тестовой базе, и адрес ее есть giseo-test.ercomi.ru. Те, кто, может быть, имеет доступ в боевую версию системы, а боевая версия – это у нас, я называю, рабочую нашу версию, в которой дошкольные образовательные организации работают, но работают в основном ответственные за ведение этой системы. То есть практически мало у кого в каких дошкольных образовательных организациях имеют к этой системе доступ воспитатели, хотя, в принципе, они могут иметь. Коллеги, прошу в чате тогда поставить плюс. Так, давайте я адреса перенесу сейчас адрес тестовой версии. Вот у вас сверху есть вопросы, закладочка «Вопросы». Вот я, чтобы у нас не убегал адрес, я перенес его в закладочку «Вопросы». Вот сейчас, возможно, вы видите на своем экране и видите у себя верхнее меню, закладочка «Вопросы». И давайте договоримся так, что вопросы мы будем задавать как раз вот не в чате, а как раз вот в этой закладочке «Вопросы». Поскольку в чате мы будем решать какие-то технические проблемы, а чтобы у нас чат убегает, иногда вопросы можно будет не увидеть, поэтому, а здесь они вот как бы будут у нас сгруппированы. Поэтому еще раз договариваемся, вопросы будем задавать по теме вебинара, мы будем задавать вот здесь, в закладочке «Вопросы». Итак, первый вопрос. У кого получилось зайти в тестовую базу? Когда вы заходите в тестовую базу, у вас появляется, вот сейчас у меня открыта на экране боевая версия системы. Вот, то есть адрес giseo.ercomi.ru. Здесь вы должны выбрать свой городской округ либо район. Здесь вы выбираете свой городской округ либо район, город Сыктывкар, соответственно, если там будет Воркута, то город Воркута. Выбираете тип дошкольная образовательная организация и выбираете свою образовательную организацию. Это тестовая, вернее, боевая версия. Напишите, пожалуйста, сейчас, отметьте цифрой 1
в чате, кто у вас имеет доступ к боевой версии, к нашей основной версии, и кто работает в ней. Циферку 1 поставьте в чате. Кто у нас работает в боевой версии. Значит, вот вижу, пошли цифры 1, 2 человека. Больше, 3. Хорошо, ладно. Ага. Я чуть позже расскажу, как получить доступ к боевой версии, но тем не менее. Мы будем сработать с вами на тестовой базе, и вход в тестовую базу, адрес, еще раз, в закладочке «Вопросы», и вход будет вот такой. Здесь мы выбираем, все выбираем город Сыктывкар, дошкольное образование ДАУ-1, пользователь будет воспитатель, пока у всех пользователь воспитатель, и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот с такой учеткой мы заходим все. Вот я смотрю, уже некоторые зашли, и поэтому у меня вот открывается такое окно, что зашло вот 8 человек. Ну, такое допускается в ГИСЭО, что можно заходить под одной и той же учетной записью нескольким человекам. Вот открылось наше окно. Итак, значит, объясню суть, так сказать, суть нашего онлайн-семинара. Так, 4 человека отметили, что они работают в боевой версии. Суть нашего семинара заключается, онлайн-семинара заключается в следующем. Значит, если вы хотите просто прослушать или просмотреть сегодняшний вебинар, длится он у нас будет где-то час, может час 10, час 20, вот в таком примерно ключе, чуть больше часа. Я рассказываю о системе. Вы можете за мной что-то успеть сделать, может быть, нет, просто послушать. Все, кто прослушает сегодняшний вебинар или просмотрит запись, получат сертификат о том, что вы участвовали в вебинаре, то есть прослушали. И вторая часть. Я вам всем на электронную почту, которую вы указали при регистрации, выслал уже задание. Задание состоит из 10 вопросов. Вот сейчас на экране я высвечиваю задание. То есть вам надо будет заполнить вот этот файл, переименовать его в свою фамилию и обратно вот в ответ на то письмо, которое вы получили от меня, в ответ на это письмо отправить выполненное задание. Вот здесь вы должны, вот, значит, слева у нас задание, всего их 10 будет, причем 9 и 10 для тех, у кого есть доступ к боевой версии. Ну, тут несложные задания. У кого есть доступ к боевой версии, могут его выполнить. Для остальных, как бы, вот 8 заданий будет. Значит, те, кто выполняют эти задания и высылают мне, ну, предположим, сегодня четверг, до понедельника, до утра понедельника. В понедельник я проверяю, и вы получаете еще сертификат о том, что вы являетесь участниками или прошли участники семинара «Основы работы в ГИСЭО», и этот объем семинара 6 часов. То есть вот где-то будет 1,5 часа мое объяснение и 4,5 часа у вас на выполнение этих заданий. Обратите внимание, в качестве ответов вы должны вот сюда представить скриншот того, что вы сделали. Вот первое задание, например, сейчас мы его сделаем, и я покажу, как вот сюда вставить скриншот. Вот такой порядок у нас будет. То есть вы можете получить 2 сертификата. Один сертификат за участие в вебинаре, то есть в том, что вы прослушали. Кто выполнит задание и отправит его до понедельника, тот еще получит сертификат об участии в онлайн-семинаре объемом 6 часов. Всем ли понятно? Коллеги, 2 поставьте, если понятно то, о чем я сказал. Отлично. Кто у нас подключился вот совсем недавно и поздоровался, еще раз объясняю, в закладочке «Вопросы», в верхнем меню «Вопросы» есть ссылка для входа в систему, в которой мы будем работать. Мы будем работать в тестовой системе. Это первая ссылочка – giseo-test.ercomi.ru.
и выбираем дошкольное образование, ДОУ номер 1, пользователь-воспитатель, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы видим такой интерфейс у нашей системы. Слева мы видим название образовательной организации, слева мы видим горизонтальное меню, вот горизонтальное меню, и справа мы видим, какой у нас учебный год, сегодняшнюю дату. Сейчас вот в системе из 34 человек, которые участвуют у нас в вебинаре, уже из 37, минус 2 моих компьютера, один я компьютер включил для контроля, и один мой, 35 человек. Ну вот в системе пока зарегистрировалось и работает 9 человек. Коллеги, остальных мы тоже сейчас подождем чуть-чуть. Пока я говорю, вы можете пробовать заходить в эту систему. То есть в системе работает 9 человек. Все мы зашли под учетной записью «Воспитатель тест тестович» и кнопочка «Выход». Обязательно, когда вы заканчиваете работу, нажимаем кнопочку «Выход». Если вы закроете просто окно браузера или сам браузер, то вы еще останетесь в системе в течение 15 минут. Вот так вот настроена система, что если в ней ничего не делать, вот я сейчас, предположим, мышку оставил, отошел от компьютера, через 15 минут меня из системы выкинет. Но это своеобразная защита. 15 минут по умолчанию, это время настраивается, администратор системы может поставить другое время. Так. Ну и здесь же слева еще есть кнопочка, вот такой рупор объявления, почта, внутренняя электронная почта, форум и знак вопроса – это справка. Находясь на любой странице, когда вы нажмете на эту справку, на знак вопроса, выйдет отличная на русском языке, хорошо объясняющая интерактивная справка. Интерактивная справка. Что значит интерактивная? То есть мы можем в любое меню зайти, но если вот мы сейчас на строчке «Доска объявлений», на странице доски объявлений, вышла информация о доске объявлений. Если вы будете где-то в другом каком-то месте этой системы, выйдет информация об этом, именно об этой странице. Но в любой момент вы можете перейти на любую страницу и почитать эту справку. Итак, очень важное, прежде чем куда-то звонить, писать, кому-то обращаться, знак вопроса – это справка. Я периодически буду переключаться в вебинар, поскольку мне не виден чат, и я буду просматривать чат. Нет, не выход не надо нажимать, продолжить. Продолжаем. Итак, кто подключился у нас сейчас? Ирина Ивановна, в закладочке «Вопросы», адрес для входа в систему, в которой мы будем работать. Адрес и данные. Значит, кто уже зашел в систему, первое задание, это и в задании, которое я вам отправил, которое вы должны сделать, это создать нового пользователя. Значит, ну, прежде можете потихонечку создавать пользователя, вы заходите в меню управления «Сотрудники». Значит, если вот так вот будет вас выкидывает, потому что нас несколько человек. В частности, нас уже 11 человек в системе, поэтому может вот так выкидывать будет. Значит, и если загрузить, то тут есть уже несколько у нас пользователей, и мы видим о них информацию. Наша кнопка «Добавить», и мы должны будем себя добавить. Поэтому первое задание – добавить пользователя и выйти потом из системы через кнопочку «Выход» и зайти уже под своей учетной записью. Ну, для того, чтобы были доступны все возможности системы, мы при создании нового пользователя дайте ему права или функции администратора, зауча и воспитателя. Вот АЗВ означает у данного пользователя права администратора, зауча и воспитателя. Ну вот у кого-то только воспитателя.
у кого-то еще буковка «П». Если посмотреть, вот видите, периодически так будет выкидывать. То есть вот психолог, да, если среди вас есть психолог, можете себе роль психолога. Буковка «З» зауч, но на самом деле это директор. Хотя, в принципе, эта роль вам не нужна. Можете просто АВ взять, воспитатель. Итак, мы создаем нового сотрудника. Кнопочка «Добавить» и заполняем. Ну, вы можете придумать себе фамилию, имя, отчество или там, или конкретно, чтобы не запутаться, под своим фамилией, имя, отчеством, дату рождения можете поставить другую. Заполняем здесь Иванов, то есть заполняем пользователя Иванова Инна. Можете от фонаря какой-нибудь придумать фамилию, имя, отчество, только не забудьте уже потом, не забудьте, что это вы. Итак, создаем нового пользователя. Дата рождения. Имя пользователя. Имя пользователя в системе, как правило, по фамилии Иванова и первая буква имени Иванова и имя пользователя вот такое. Это имя пользователя, которое вы будете использовать при входе. На самом деле это как бы имя аккаунта вашего. Ну, пароль. Давайте 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пароль допускается тоже на русском языке. Смотрите, подтверждение пароля 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стоит галочка «Пользователь должен сменить пароль при первом входе в систему». Ну, вот это стоит для чего? В боевой версии это надо, да? То есть администратор создаст вам пароль, имя пользователя и пароль. Имя пользователя автоматически создается, и пароль создаст администратор и поставит галочку. Когда вы войдете с этим паролем, вы можете поменять этот пароль уже на свой. Нам сейчас это делать не надо, поэтому мы убираем эту галочку. И присваиваем роли администратор, директор и воспитатель, чтобы не было проблем. Кнопочка «Сохранить» сохраняет. Но в первом задании надо сделать скриншот той учетной записи, которую вы создали. Что такое скриншот? Это фотография экрана. Можно делать его разными способами. В браузерах есть, вот, например, у меня есть специальное приложение «Создать скриншот». Либо у вас есть на клавиатуре есть кнопочка «Print Screen». Ну и еще один инструмент, может кто-то не знает, если в Windows в строке поиска набрать «ножницы», то есть такой инструмент «ножницы» для создания скриншотов. Вот я сейчас выбрал «ножницы», нажимаю кнопочку «Создать» и выделяю ту область, которую я хочу заскриншотить. Вот я сделал скриншот, возвращаюсь в меню, захожу в меню «Правка», говорю «Копировать» и вставляю уже этот ответ, я уже вставляю в файл с... Ну, здесь размер надо уменьшить. Файл задания. То есть вот первое задание я выполнил. Ну, здесь, может, немножко уйдет. То есть я создал пользователя. Вот таким образом по всем заданиям вы и выполняете. Те, кто захочет ответить на вопросы, выполняете все задания. Итак, значит, нам надо теперь нажать кнопочку «Сохранить», и у нас этот пользователь появится. Вот. Значит, вот он, этот пользователь, которого я создал. Иванова Инна Валентиновна. Значит, если вы вдруг будете администратором системы, и вдруг вы неправильно пользователя создали,
то, зайдя в карточку пользователя, вы можете его удалить, если вы ошиблись. Если вы не ошиблись и человек у вас работал, ну, в принципе, в карточке можно и потом исправить. В любой момент все можно исправить. А если вы не ошиблись, то сотрудник работал, то всегда мы его увольняем. Не удаляем, а увольняем. Так, мы зашли опять в карточку сотрудника. Мы видим, что здесь не только вот фамилия, имя, отчество, но и есть документ, удостоверяющий личность. Кнопочкой «Добавить» мы можем добавить паспорт гражданина. Ну, для того, чтобы добавлять паспорт гражданина, вы должны получить согласие на обработку персональных данных. В любом случае, те, кто работает в системе, они должны, руководители дошкольных образовательных организаций должны взять с вас согласие на обработку персональных данных в этой системе. Значит, здесь мы также можем увидеть личные достижения, контактную информацию. Все это все эти данные перечисляются в согласии, и вы, естественно, заполняете это согласие, подписываете. Значит, вот кто-то может добавить себе должность. Здесь также заполняется приказ о приеме на работу, дата аттестации, дополнительная должность, если есть. Все ваши данные заполняются, в том числе и трудовой стаж. То есть, значит, это уже кадры могут заполнять этот шаблон. Таким образом, если будет все заполнено, у нас есть унифицированная форма Т2, и отдел кадров ваш, заполнив карточку в ГИСЭО, может распечатать ее и дать вам на подпись, и не заполнять это вручную. Сейчас карточка Т2 во многих организациях заполняется сотрудником вручную, подписывается и так далее. Хотя, в принципе, сейчас можно это все автоматизировать, заполнить вашу карточку в ГИСЭО, распечатать и дать вам на подпись и положить в личное дело. Может быть, какие-то образовательные организации уже так и делают. У меня такой информации нет, вот, но тем не менее. Переключусь обратно, посмотрю, что у нас в чате. Так, в чате. Понятно ли пока все то, о чем я говорю? Значит, вот вы создали учетную запись, теперь запомните логин и пароль от нее, и что делаем? Нажимаем кнопочку «Выход», нажимаем кнопочку «Выход» и обратно заходите в систему, но уже со своей Иванова И у меня было, и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Захожу. Все, вот я зашел под той учетной записью, и под этой учетной записью теперь я буду работать. Значит, я сейчас посмотрю, что у нас творится в системе. Кто у нас уже поменял и зашел под нормальный. Так, вот Наталья Анатольевна, не знаю, такое, правильно ли это ваша фамилия, но тем не менее, пока 2 человека. 2 человека, ждем остальных, чтобы тоже попробовали и зашли в систему уже под своей учетной записью. Пока коллеги создают пользователя, задание потом вы можете, открыв сотрудников, меню «Сотрудники» и зайдя потом в свою учетную запись, вы можете тоже сделать, вот где у меня Иванова Инна Валентиновна, потом вы можете сделать скриншот, ну, вот этой учетной записи. Можете сделать скриншот попозже, не сейчас. Итак, государственная информационная система «Электронное образование» работает у нас в Республике Коми уже с 2013 года. Сначала она работала в тестовом, в апробационном режиме, ну а, пожалуй, уже с сентября 2013 года некоторые образовательные организации, ну, в частности школы,
начали уже полноценно работать в этой системе, вести электронный дневник, электронный журнал. Ну, для чего эта система? Эта система предназначена для оказания услуг в электронном виде. Система образования как бы также наряду с другими отраслями оказывает ряд услуг в электронном виде. Ну, например, школы – это информирование учащихся по текущей успеваемости, посещаемости. Это для детей, это электронный дневник, через который они получают задания, особенно сейчас в условиях дистанционного обучения она очень актуальна. И как раз домашнее задание многие учителя задают, используя эту систему. Для дошкольных, как она может быть полезна для дошкольных образовательных организаций? Ну, во-первых, здесь есть ряд коммуникаций. Мария Анатольевна, у меня сейчас вебинар, я перезвоню, закончу. Есть возможность коммуникации, например, с родителями. Есть возможность создать форум с родителями. Есть, уже я говорил, возможность использовать электронную почту. Есть возможность использовать доску объявлений. Когда мы на доске объявлений создаем какое-то объявление, вот сейчас я сейчас на доске объявлений нажимаю кнопочку «Создать объявление», нажал кнопку «Отправить». Это объявление в том числе может быть и для родителей. И для родителей вы можете, и родители, когда заходят, могут увидеть ваше объявление. Вы можете использовать электронную почту для родителей. Другое дело, что мало кто из родителей использует систему дошкольного образования, но тем не менее, по крайней мере, вот коммуникацию с родителями, используя эту систему, мы можем наладить. Второе, в этой системе вы можете вести табель учета, и мы сейчас с вами это посмотрим, табель учета посещаемости вашей группы. Третье, все-таки в этой системе есть в закладочке обучения, коллекция ресурсов, есть вот некоторые интерактивные ресурсы, вы сейчас здесь видите, что это демо-версия. В боевой версии у нас уже настроена система так, что там стоят ресурсы нового диска, и в частности стоит робоборик, подготовка это инструмент для подготовки детей к школе. В том числе есть и ресурсы для других возрастов дошкольной образовательной организации. То есть робоборик – это как бы подготовка уже к школе, а на самом деле вот здесь тот же конструктор можно использовать, видите, 0+ стоит, вот эти обучение чтению и так далее. То есть много интерактивных ресурсов, которые вы можете использовать в своем образовательном процессе. Пробегусь. Так, коллеги, по тому, что я сказал, по назначению. Назначение. Так, не получается сделать скрин. Ирина, вы каким инструментом делаете скрин? Нажмите на клавиатуре Print Screen и вставляйте в Word. А в Word просто правой мышкой вставить, если ножницы у вас не получается использовать. В Windows, либо если у вас 10-я версия, это у вас кнопочка «Поиск» в правом нижнем углу. Если не 7-я версия Windows, предположим, да, то нажимаете главное меню, и тут будет кнопочка тоже «Поиск». Там набираете ножницы. Так, коллеги, в системе у нас сейчас 13 человек работает, в вебинаре 39, 37 человек. 20 человек что-то не получается или не хотите просто делать, хотите просто послушать. Еще раз, в закладочке «Вопросы». В закладочке «Вопросы» ссылочка, куда надо заходить. Имя пользователя на русском. Допускается имя пользователя на русском. Автоматически система создала, и если в боевой версии у вас имя пользователя будет на русском языке. Если фамилия распространенная, как правило, имя пользователя – это ваша фамилия с заглавной буквой и первая буква имени. Если фамилия распространенная, то могут быть добавлены цифры.
то есть, предположим, Иванова И 7 или 9. То есть могут быть цифры. Итак, пробегусь по менюшечкам. Значит, имейте в виду, что мы сейчас поставили себе роль администратора. Поэтому у нас вот такое полноценное меню. Много в менюшечке всяких там, всяких еще, много меню. Если вы будете работать, а в боевой версии у вас будет роль только воспитатель, то меню будет вот такое. Вот, например, в управлении у вас только будут сотрудники, воспитанники, родители. В планировании только планы занятий. В обучении, то есть коллекция ресурсов доступна. В расписании у вас вы только можете посмотреть расписание, в отличие от администратора или директора, зауча, которым можно составлять расписание. Но вы будете уметь отмечать посещаемость, вам будут доступны какие-то отчеты. Ну вот сейчас меня выбросило, я какое-то время не был в системе. Это я сейчас с ролью воспитателя захожу. Так, что-то не то, что-то не то, что-то не то. 6, 5, 4, 3, 2, 1 пароль. Вот, значит, отчеты, ресурсы и аттестация. Это вот сейчас под ролью воспитателя. Мы с вами работаем под учеткой администратора, поэтому доступна карточка образовательной организации, которую заполняет ваш администратор. Поэтому мы не будем останавливаться сейчас на вот этих моментах. Значит, наша с вами задача сейчас создать нашу группу, и чтобы нам также была доступна посещаемость. Вот видите, сейчас я открыл посещаемость, но у меня нет возможности редактировать эту посещаемость. Вот давайте я перейду в другой браузер, и я зашел под воспитателем Конакова Анастасия Сергеевна, и когда я включаю посещаемость, я вижу, что у меня фамилия, то есть я могу ее редактировать. И я могу отмечать посещаемость, например, вот УП – уважительная причина, болел, НП – это неуважительная причина, пропустил, отсутствовал и опоздал. Ну, как бы это в школах там может быть уважительная причина, неуважительная причина. У вас, скорее всего, либо по болезни, либо уважительная причина, наверное, будет. То есть вот здесь мы отмечаем уже посещаемость. Вот тут за май как раз идет. Ну, предположим, ребенок у нас болел, да? Болел, сохраняю и вижу, возвращаюсь опять в журнал и вижу, вот он у меня отметил, итого 3 дня пропуска. К этому мы еще вернемся. Теперь, чтобы мы могли иметь вот такой журнал, нам надо создать группу. Поэтому следующее задание, которое мы с вами будем делать, это создание группы. Прежде чем создавать группы, в закладочке расписания мы должны создать помещение. Значит, вы можете добавить сюда помещение, кнопочка «Добавить» и ввести данные по помещению. Ну, в задании написано создать помещение по своей фамилии. То есть, чтобы помещение соответствовало вашей фамилии. Хотя можно поставить просто номер или название вашей группы фактически в вашем детском саду, там, предположим, родничок, да? Родничок. Итак, второе задание у нас будет. Заходим в меню расписания и создаем помещение. На самом деле в боевой версии у вас это все будет сделано. Это у вас должны сделать ваши заучи или старшие воспитатели или ответственные за ведение этой системы. То есть у вас все будет готово. У вас сразу будет доступен журнал,
для отметки посещаемости. Значит, ну, длину, ширину можно не указывать. Ответственные Иванова Инна Валентиновна, я отмечу, наполняемость там, ну сколько, ну 25 человек, предположим, добавить. После того, когда помещение создано, мы можем создать группу. Группа создается в закладочке «Обучение», группа. Здесь уже есть вот ряд групп, да? Есть уже какие-то группы. Причем в некоторых группах уже есть, там вот где стоит крестик, отметка для удаления, видите, их нельзя уже удалить. Значит, в этих группах уже есть дети. Когда вы будете работать в боевой версии, у вас и группа, и дети уже в группе будут. У вас только остается... Но, тем не менее, мы пройдем процедуру создания, чтобы вы тоже посмотрели, как создается группа. Может быть, кому-то из вас придется быть администратором и придется создавать группу. Итак, кнопочка «Добавить», открывается окно. Значит, ну, как правило, группы каким-то образом в дошкольных образовательных организациях уже пронумерованы, но, тем не менее, вы можете здесь добавить там еще цифра 1, предположим, и первая младшая. 1, первая младшая нет у нас. Либо вы можете сюда вписать название там своей группы. Тот же родничок, а она первая младшая. Вот здесь как раз мы выбираем уже тип вашей группы. Тип или вид вот вашей группы. Ну, предположим, коль я там назвал помещение родничок. Родничок первая младшая. Одновозрастная. Первая младшая у нас... Какой возраст у нас у первой младшей группы, коллеги? У первой младшей сколько? 3-4? В чате напишите, пожалуйста, возраст первой младшей группы. Так. Потеряли чат, по-моему. Коллеги, как меня слышно? Ага, 2-3 года. Отлично. 2-3 года. Итак, у меня будет первая младшая группа, поэтому я указываю возраст 2-3 года. Видите, все как хорошо, красиво. Так, программа. Программа у меня будет комплексная, общеразвивающая. Тип группы общеразвивающая, специализация группы. Но специализации давайте у меня никакой не будет. Никакой не будет. Так. Без ограничений. Первая группа здоровья. Полный день. Помещение я выбрал помещение родничок. Количество воспитанников, ну пусть будет у меня на 29 это так. Количество мест для перевода детей 0. Количество мест для детей 0. Так, и воспитатель группы Иванова Инна Валентиновна. Так, не выгружать сведения. Добавить. Все, группа у меня создана. Как правило, на группе работают 2 воспитателя, поэтому после того, когда я создал группу, а она у меня группа, так. Вот она, родничок первая, младшая. После этого я могу добавить 2-го воспитателя. Я нажимаю, чтобы отредактировать воспитателя, я нажимаю не по группе, не по названию группы, хотя можно тоже открыть название группы, но здесь немножко будет другое. Не по названию группы. И, коллеги, никогда не используйте для перехода со страницы на страницу вот эту кнопочку «Назад». Пользуйтесь только меню внутри системы. Используем только внутри системы у нас переходы. То есть мы сейчас с вами в группах, да? Вот переходим в группу. Значит, иначе, если вы нажмете эту кнопочку «Назад» в браузере, то вас просто выкинет из системы. Так, ну вот кто-то поставил в СПО, это федеральная система электронной очереди. В боевой версии надо выгружать, ну а здесь мы можем поставить не выгружать, конечно. Итак, для того, чтобы добавить еще одного воспитателя, мы щелкаем по воспитателю, и в этом случае мы можем какие-то моменты в группе отредактировать. Например, название группы.
Что-то здесь мы можем поменять. То есть что-то можем отредактировать в группе и в том числе добавить второго воспитателя. Вот я сейчас добавил второго воспитателя. Всегда кнопочка «Сохранить». Возвращаемся в группы. Так, у меня группа «Родничок». Посмотрим, появился ли журнал. Журнал пока не появился. Почему? Потому что нет воспитанников в этой группе. Так, все ли понятно до этого момента? Удалось ли вам, кому удалось создать пользователя и создать свою группу? Плюсики можно поставить в чате. Так, Ольга Петровна сказала, что да, посмотрим в сотрудниках. Так, Ольга Петровна есть у нас. Посмотрим сейчас, кто у нас. 12 человек работают в системе. И кто уже перелогинился. О, какие молодцы. Уже почти все перелогинились. 3 человека у нас остались, кто не перелогинился. Так, следующий шаг. Это мы сейчас добавим в нашу группу воспитанников. В отличие от сотрудников, воспитанников мы можем добавить в систему только через приказ. Только через приказ. И более того, если это новый, да и если переходящий садик из одного детского сада в другой или приходящий, мы можем их забрать только из очереди. Из очереди. Поэтому кнопочка «Добавить», хоть кнопочка «Добавить» и есть, вот он, создается сначала документ или приказ о зачислении в детский сад. Тип приказа, смотрите, у нас может быть зачисление в детский сад, перевод из группы в группу. Мы выбираем, ну и выбытие. То есть тип приказа может быть выбытие из детского сада, зачисление, перевод из группы в группу. У нас будет зачисление. Под тип документа обязательно все зачисленные, обращаю ваше внимание, все зачисленные. Прикрепленные КО по последнему распоряжению Министерства образования Республики Коми, в прикрепленные КО мы прикрепляем тех детей, которые живут по нашему микрорайону, но не посещают детский сад. Это для учета детей. Это было одно из последних писем в управлении образования, скорее всего, может быть, даже это больше управление образованием, для учета детей, которые не посещают детские сады, мы их зачисляем вот в прикрепленные КО. Значит, поэтому здесь будьте внимательны, чтобы вы все зачисленные под тип. Дальше ставим номер документа, ну, например, 123. Номер документа должен соответствовать, если это в боевой версии, он соответствует бумажному варианту вашего приказа. Ну, предположим, будем мы зачислять там, ну, со второго, после праздников, да, пусть будет с 30 апреля. И кнопочка «Добавить воспитанников в приказ». Добавить воспитанников в приказ. Значит, есть несколько вариантов, вот, как мы можем добавить воспитанников в приказ. Быстрый ввод. И возле каждого стоит знак вопроса, который переводит нас в справку. И как бы, то есть на любом шаге вы можете использовать хорошую справку на русском языке, и нет проблем. Импорт воспитанников. Это мы использовали на первом этапе, когда наполняли систему, когда всех ваших воспитанников надо было завести в систему. Вот в этом случае есть шаблон в экселевском, шаблон в Excel, заполняя этот шаблон, а потом мы заполняли в эту систему, когда большое количество сразу надо ввести воспитанников. Список выпускников и выбывших. Этот ресурс мы берем, если к вам приходит выпускник или воспитанник из другого детского сада. Но как бы сейчас
мы используем в основном только последний список распределенных из очереди. Вот. То есть у нас сейчас идет в управление образования очередь. Управление образования вам направляет воспитанника, и вы его забираете из очереди. Но поскольку у нас здесь очереди нет, это тестовая база, мы будем использовать быстрый ввод. А быстрый ввод – это сами заполним карточку на воспитанника быстрым, так как мы заполнили на сотрудников. Хотя этот вариант недопустим в боевой версии. Добавить. И добавляем нашего воспитанника. Так, фамилия. Я как бы условно сейчас добавляем воспитанника любого. Так, нам надо, чтобы ему было 2-3 года, поэтому дата рождения 18-й год, там, предположим, да, или 17-й год, 2017. Первая ранняя, нет, она у нас будет, я в родничок. Так, где мой родничок? Родничок первая младшая. Ну, сведения о родителях пока заполнять не будем. Сохранить. Вот он появился у меня сейчас. Так, и добавить воспитанника в приказ. Ок. Новая запись. Вот он появился у меня в приказе. И если теперь перейти в движение воспитанников, в управление движением воспитанников, вот он мой приказ, ну кто-то вот уже создал тоже приказ 1.12, 123, и кто зачислен. Я могу отредактировать этот приказ и добавить еще, либо удалить, если я не ошибочно что-то сделал, есть удалить воспитанника из приказа или удалить документ. Удалить документ. Ну, предположим, я еще одного, давайте, воспитанника добавлю в приказ. Так. Сохранить. Так, выбираю и добавляю в приказ. Ок. Вот у меня 2 воспитанника добавлены. Так, стоп, я не в ту группу добавил. Я добавил не в ту группу, не в свою. Ага, придется удалить, потому что исправить здесь не получится. Не обратил внимания, ошибся. Удаляю и еще раз добавлю воспитанника. Так, добавить в приказ. Быстрый ввод, чтобы сразу не ошибиться, я сразу выберу группу. Сохранить. Так, ставим галочку, добавить приказ. Ок. Все. Так. Так, кто-то в мой приказ. Ну, ничего страшного. Еще кто-то в мой приказ добавил. Воспитанников. Сохранить. Хотя вы можете свой приказ сделать. И движение. Так, только не удаляйте из моего приказа. Из моего приказа не удаляйте. Делайте свой приказ, пожалуйста. Так, посмотрим, появился ли у нас... Так, ну вот, так, родничок мне надо. Нет расписания. Ну, теперь смотрите, чтобы появился все-таки журнал, нам надо создать расписание еще. То есть вот первое ранее есть, значит, у них есть расписание. Давайте посмотрим, составить расписание. И что у нас у первой ранней? Вязание. То есть для того, чтобы создать расписание, нам надо создать предмет.
Ну, вот какие-то предметы уже у нас есть, поэтому мы и будем использовать уже имеющиеся предметы. Мы не будем создавать новый предмет. Вообще лучше создать один предмет какой-то, завести его в расписание, чтобы он там, этот предмет у нас был там с 9 до 10 утра, и по этому предмету ориентироваться, чтобы у нас было расписание. Итак, давайте для нашей группы создадим расписание. Так, ИЗО, понедельник, занятие номер 1, помещение у нас родничок и воспитатель. Так, почему-то не дает меня как воспитателя добавить. Потому что нет в предметах. Нет в предметах. Так, давайте посмотрим. Итак, значит, нам надо учебный план, во-первых. Посмотрим учебный план сейчас. Наша группа родничок. Родничок у нас только ИЗО. Поэтому давайте воспитателя в ИЗО мы добавим воспитателя, то есть Иванова Инна Валерьевна. Инна Валентиновна. Так, итак, для того, что, еще раз говорю, что это процедура, это прерогатива, это создают вам заучи или старший воспитатель, или ответственный. То есть поэтому здесь особо вникать не надо, у вас расписание уже должно быть для работы в системе. Но тем не менее сейчас вы можете добавить себя в любой предмет, зайти в учебный план и посмотреть, чтобы в вашей группе хотя бы 1 час в неделю стоял по этому предмету. А нам надо не 1 час, а 5 часов. 5 часов, потому что ежедневно. Давайте 5 поставим. Сохранить, что понедельник, вторник, среда, четверг. Но вот он ругается, то, что у нас превышение плана, но ничего страшного. Это ничего страшного. 5. Для этого мы можем, в принципе, в нагрузке вот здесь вот исправить, что предельно допустим федеральный компонент у нас, первая младшая группа, тоже 5 часов. 5. Сохранить. Так, и теперь мы можем время занятий для нашей группы установить. Возьмем основное расписание звонков. С 8 до 9. Понедельник с 8 до 9. Вторник с 8 до 9. Среда с 8. Первый урок у нас есть везде. Так, в субботу надо удалить. В субботу мы не работаем. Да. И в воскресенье тоже удалить. Так, время занятий. Основное расписание звонков. Нам надо назначить вариант для нашей группы. И вот она, родничок, основное расписание звонков. Сохранить. Так, ИЗО. И давайте понедельник, первое, родничок и Иванова Инна Валентиновна. Мы делаем расписание на неделю, но в принципе мы можем его сохранить на весь учебный год. Итак, мы создаем один предмет для того, чтобы создать расписание. Без расписания, вы видите, наша главная задача, хотя вы можете создать все ваши предметы, все ваши занятия,
Но как бы в школе это уроки. У вас занятия, вы же журналы не ведете, это входит у вас в основную деятельность. Вот это можно вести, такое расписание вы можете составить для дополнительного образования, то, что у вас платные занятия. Но это уже входит в дополнительное, это не в дошкольную образовательную организацию, а у вас как бы в образовательной организации две организации. Дошкольная, а дополнительная образовательная организация у вас отдельно. Как раз вот там вот все платные ваши услуги будут обозначены. И там уже будет конкретное расписание. А вот для того, чтобы вести учет посещаемости, вам достаточно взять один какой-нибудь предмет и вот сделать для него такое расписание на каждый день. Сохраняем. Еще раз обращаю внимание на выбранную неделю, а неделя у нас с 27 апреля по 3 мая, либо на интервал. А в интервале вы можете указать весь год. Год у нас с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Применить. Ну, тут он что-то у нас пересекается между собой, значит, он немножко ругается, но, в принципе, должен сохранить. Уроки пересекаются. Ага. Вторник, да, среда, четверг, пятница. Сохранить на интервал. Применить. Ну, здесь он может еще поругаться, что какие-то дни попали на каникулы, либо на праздничные дни. Все, расписание у нас есть, теперь у нас появится уже, мы можем ввести учет посещаемости воспитанников. Как видите, в журнале еще есть возможность отслеживать родительскую плату. Но для того, чтобы отслеживать родительскую плату, система должна быть донастроена. И донастраивается она в системе в управлении образованием. То есть там должны быть учтены все льготы, компенсации. И вот эти льготы, компенсации должны быть тоже заведены в систему. Но это может быть у нас следующий этап уже, когда мы будем отслеживать и родительскую плату. А сейчас вот вы можете ориентироваться хотя бы на то, чтобы заводить журнал посещаемости. Так, посмотрю, что у нас в чате. Как бы пока вопросов вроде бы нету. В закладочке «Вопросы». Имя пользователя на русском. Да, на русском. Так, пока вроде бы все понятно. Все понятно. И здесь вы теперь отмечаете посещаемость. Для этого надо щелкнуть по фамилии и отметить. Предположим, у нас ученик наш, воспитанник, болел 2 дня. Ну, кстати, вот в апреле, да, сохранить. И наши данные сохранены. Возвращаемся назад. Значит, по-моему, в табеле вы, наоборот, отмечаете, что ребенок был, да, и сдаете этот табель в бухгалтерию. Здесь, наоборот, отмечается то, что он не был. То есть он пропустил 3 дня. Но, в принципе, когда мы выгрузим в Excel, можно экспортировать в Excel, то преобразовать, то есть еще добавить один столбик, дни посещений, и создать формулу от количества дней, очень легко высчитать, сколько же у него дней посещений. Как вы видите, у нас есть 2 кнопочки: на печать и экспорт. Кнопочка на печать, мы можем распечатать этот табель посещаемости и отдать в бухгалтерию, предположим. Они могут, или они сами даже могут распечатать, чтобы вас не заставлять. Еще одна из задач – это снизить бумажную нагрузку на воспитателя, предположим, на педагога, да. То есть вот вы отметили посещаемость, уже бухгалтерия может зайти в систему и увидеть ваш табель посещаемости в отчетах. Или экспортировать в Excel. Экспортируем в Excel, сохраняем наш файлик в Excel и можем посмотреть то, что я говорил. Да? То, что я говорил, как если требует бухгалтерия, да, от нас, мы можем добавить еще один столбец посещаемость.
И здесь мы можем задать формулой. То есть в апреле у нас 30 дней минус и сколько пропущено. Вот посещаемость 27 у этого ребенка дней была посещаемость. То есть как бы одна из задач системы – это вот снизить нагрузку и всякую отчетность по работе воспитателя. Так, ну, наряду с приказами о зачислении в детский сад, вы видите, вот здесь вот есть уже приказы о выбытии. То есть также мы можем создать приказ о выбытии из детского сада. Соответственно, подтип документа все зачисленные, из какой группы он у нас выбывает. И, соответственно, выбрать ребенка. И если он у нас выбыл, только при выбытии, да, при выбытии, добавить. Мы обязательно должны указывать, куда ребенок выбыл, для того, чтобы тот детский сад, куда ребенок выбыл, мог найти вашего ребенка и зачислить вот как раз из выбывших. Так, ну давайте посмотрим сейчас отчеты. Отчеты какие-нибудь, какие здесь вот есть отчеты такие. Значит, отчеты административные есть отчеты. В основном итоги посещаемости, вот как раз вводная ведомость учета посещаемости. Но у нас текущая посещаемость, информация о детях, любой отчет, ну, предположим, наполняемость групп. Какой бы вы ни взяли отчет, вот мы сформировали отчет, наполняемость групп. Если мы нажмем на знак вопроса, то описание этого отчета вот как раз у нас здесь и будет. Как раз описание отчета и будет у нас здесь. Вот сейчас мы брали и смотрим наполняемость наших групп. Мы видим название группы, кто воспитатели в группе, количество воспитанников, ну и средняя наполняемость по группам тоже. В данном случае у нас сейчас наполняемость по детскому нашему саду 26 человек. Вот. Опять же, мы можем вывести этот отчет на печать, можем экспортировать в Excel, можем отправить по почте. Возвращаясь к приказам, ну вот, предположим, наш приказ о зачислении, да, кто-то мой приказ удалил, нет, вот 123 мой приказ. Опять же, есть кнопочка «На печать». И смотрите, сейчас у вас заканчивается учебный год, и вы будете делать приказ о переводе на следующий учебный год. Можно и аналогично вы будете печатать его в бумажном варианте. Можно использовать как бы вот этот шаблон, да. На самом деле у вас шаблон немножко другой, вот шапка немножко другая, да. Но отсюда вы что можете взять? Вы можете взять вот это содержимое. То есть когда вы создадите приказ о переводе на следующий год из одной группы в другую группу на следующий год, вы можете этот приказ скопировать и вставить, например, в Word. Создать свой приказ в Word, создать шапку, да, у вас будет шапка вашего приказа, но содержимое приказа можно вставить вот сюда и отредактировать, предположим. То есть тоже облегчает работу администрации, секретаря по напечатанию вот этих приказов. А если у вас 200-300 человек, то всех надо перечислять. Можно, в принципе, из прошлогоднего взять и исправить даты, но тем не менее, если в системе GISEO введется эта система, то приказ можно взять отсюда и его распечатать. Будет очень удобно. Итак, мы с вами разобрали планирование. Здесь нас будет интересовать предметы и учебный план. Ну, нагрузку можете исправить тоже, а можете не обращать внимания. Дело в том, что если у вас нагрузку будет превышать, вот 5 часов мы решили поставить, да, то он выдает красным, что превышение нагрузки.
предельно допустимой нагрузки. То есть вот предельно допустимая 5, а по факту 6. Вот он красным это и выводит. Вот чтобы красного не было, поэтому вы в планировании в нагрузке исправляете предельно допустимую тоже, предположим, на 5. 5, 5 и сохраняете. Тогда не будет в учебном плане, но особо это как бы роли не играет. Значит, журнал посещаемость мы с вами посмотрели. В обучении у вас мы создаем группы, нам важно группы, и коллекция ресурсов. Можно будет использовать коллекцию ресурсов, ну, по крайней мере, демо-версии хотя бы. Здесь в предметах можно выбрать. Нет, не в предметах. Так, где у нас тут дошкольники должны быть? Классы группы дошкольники. И вот должно появиться у нас что-то для дошкольников. Не появляется. Предметы. Информатику я поставил, потому что в предметах дошкольники. Ну и вот то, что есть сейчас для дошкольников, это демо-версии. В боевой версии, я уже сказал, в боевой вы можете зайти посмотреть. Там у вас стоит уже не демо-версия, а ресурсы нового диска. Они нам дали на апробацию. Поэтому пока есть возможность, вот до конца, может быть, еще дадут до конца года, а так до конца этого учебного года демо-версии можете использовать, в том числе и Робобури. Так, с расписанием мы тоже с вами посмотрели. Значит, итак, чтобы составить расписание, нам нужны будут помещения, время занятий установить. Лучше выбрать какое-то имеющееся, вот основное. Просто, когда вы группу создадите, назначение вариантов и назначьте для своей группы основное расписание. То есть вот выберите просто здесь основное расписание звонков. Сохранить. Вот. Так, журнал посещаемость посмотрели, отчет, один отчет посмотрели, в том числе здесь мы можем посмотреть список воспитанников наших, вот он, это уже для администрации тоже, как видите, он не заполнен, хотя по распоряжению Министерства образования Республики Коми все данные о детях должны быть заполнены, в том числе о детях-инвалидах, потому что из нашей системы ГИСЭО информация о детях-инвалидах выгружается в федеральную информационную систему. И для этого есть это все документально подтверждено, что информацию о детях-инвалидах мы собираем через ГИСЭО. То есть нормативные документы, все нормативные документы есть. Что мы можем увидеть в ресурсах? В ресурсах, ну, как бы вот, может быть, для дошкольных учреждений не очень актуально каталог ссылок. То есть в каталоге ссылок вы можете, нажав кнопочку «Редактировать», добавить ссылки на те интернет-ресурсы, которые вы используете. Значит, вот здесь уже добавлено, вы можете создать свой раздел, там, предположим, чем вы занимаетесь, увлекаетесь. ИЗО, например, и ссылки по ИЗО. В этом случае вы быстро можете переходить на тот сайт, который часто используете. Может быть, даже на своих занятиях для детей используете какие-то сайты. Сюда вы можете их внести. Вот я сейчас быстро перешел на наш сайт Криро. Да? Тут есть еще и сайт Учи.ру, ну и так далее. То есть, создавая какие-то свои разделы, вы можете в эти разделы помещать ссылки. Личное портфолио. Также здесь можно создать личное портфолио. Кнопочка «Создать». И портфолио создается из нескольких разделов. Портрет, достижения, коллектор, рабочий материал. И какие-то свои рабочие материалы здесь накапливать, предположим, для аттестации. Например, как правило, перед аттестацией там, педагоги начинают бегать и просить у руководителей, у директора или у старшего воспитателя приказы, в каких мероприятиях вы участвовали. А вышел приказ, вы можете его отсканировать и разместить вот здесь, чтобы потом не бегать, не искать. Или участвовали в какой-то выставке, там, в каком-то конкурсе. Приказ об этом конкурсе со своей фамилией вы можете вот в закладочку «Документы» поместить. То есть собираете все документы вот здесь, потом перед аттестацией их можно скачать и
быстренько распечатать и вложить в свое портфолио. Предположим, если это портфолио в бумажном виде, либо если это портфолио в электронном виде, вложить в электронное портфолио. И портфолио проектов. Но если кто-то из вас участвует в каких-то проектах, может быть, несколько групп, то здесь также можно создавать портфолио проектов. Единственное, что не совсем удобно, то здесь портфолио построено таким образом, что здесь мы можем только прикреплять файлы, прикреплять файлы и вот кнопочка «Редактировать», прикреплять файлы и делать ссылки на какие-то интернет-ресурсы. Ну вот, может быть, не совсем удобно. Но, тем не менее, это портфолио с файлами можно, предположим, в это портфолио какие-то работы детей поместить и так далее. И закладочка «Аттестация». Значит, вот как раз 9-е задание, что вы в боевой версии должны заполнить это свое аттестационное портфолио. Аттестационное портфолио, в этой версии, я думаю, время тратить и заполнять не надо, а вот в боевой версии оно должно быть заполнено. Здесь какие данные мы заполняем? Сведения об образовании, потому что сейчас у нас отдел аттестации некоторые данные как раз берет из вот этого портфолио. А вообще предполагается, что у нас будет создан сайт портфолио педагога, и вся вот информация из аттестационного портфолио будет как раз помещаться туда. На самом деле у разработчика этой системы, вот Иртех, город Самара, называется Иртех, есть отдельный модуль аттестация, вернее, аттестационное портфолио. Но этот модуль платный. То есть и все вот эти данные из аттестационного портфолио, из раздела аттестация попадают в аттестационное портфолио. А этот уже модуль полностью настроен на то, что в нем подается заявление на аттестацию, все документы вы прикрепляете. Как у нас сейчас в принципе сделано на нашем сайте, специальном сайте сделано аналогично, но как бы вот эти все данные забирались бы из ГИСЭО. В нашем случае сейчас вы там по новой опять все заполняете, отправляете, а так бы все было бы здесь. Поэтому в боевой версии аттестационная, вот этот раздел аттестации или ваше педагогическое портфолио должно быть заполнено. Более того, некоторые данные попадают как раз в отчет о сотрудниках. Так, где у нас отчет о сотрудниках? Так, ну, наверное, это список выбор. Просто этот отчет, скорее всего, видит управление образования. Хотя, в принципе, этот отчет. Ну и в отчетах, если вы видите, то еще можно статистическую отчетность заполнять. Так, ну вот, значит, еще по доске объявлений я уже сказал, что мы можем создавать объявления. Вот. Теперь почта. Почта. Вы можете, значит, любому сотруднику, и в задании у нас есть, вы можете написать письмо. Вы можете написать письмо, родителям, создать. И вот здесь у вас справа книжка у нас есть. И вот, и не только в текущей организации вы кому угодно можете выбрать и написать письмо, тема, например, там, проверка, но и любому сотруднику, нескольким человекам вы можете написать вот такое письмо. Ну вот, в частности, у нас кто-то уже есть Цветкова, да? Я могу выбрать из сотрудников Ольгу Петровну. Тема письма – это о чем письмо? О чем письмо?
О чем письмо у нас? Ну, предположим, это у нас проверяем мы связь, да? Проверяем связь. И будет проверка связи. Отправить. Ну вот сейчас у Ольги Петровны появится возле значка почты появится цифра 1. Это значит одно непрочитанное письмо. И мы можем также создавать форумы. То есть какую-то тему вот назначить, там, предположим, вот уже тут темы какие-то есть, семинар 20-го, и здесь мы можем тоже обсуждать какие-то темы вопросов. Коллеги, мы заканчиваем на сегодня. Значит, вы можете вопросы еще в чате позадавать какое-то время. Я постараюсь на них ответить, если у вас будут вопросы. Если нет, то мы заканчиваем. И еще раз напоминаю, желающие могут заполнить ответы. Там 10 у нас вопросов в задании. Файлик я вам отправил на почту сегодня перед вебинаром. Кому не отправил, кто не получил, если этот файлик, вы в чате мне напишите свою электронную почту. Если кто-то зарегистрировался, предположим, у меня данные были на утро, на сегодня, на 6 часов. Если кто-то после 6 зарегистрировался, то как раз напишите в чате свою почту, я вам отправлю задание. Жду до понедельника выполненные задания. И если будут вопросы по почте, по которой вы получили от меня задание, можно тоже эти вопросы задать. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Надеюсь, что все будет полезно для вас.